Вторник, 10 декабря 2019 год. Народ собирается, потихоньку собирается народ, чтобы выразить протест несанкционной, или как там, ну короче, чтобы выразить протест вот этой свалки. Начали сваливать мусор, вычистили площадку вот под мусор. И это в непосредственной близости от поселка Троицко-Печорск. Вот тут вот сразу идет дорога, заправка. А здесь вот сразу вот овраг. Это не овраг, это русло реки Деньоль, которая впадает в нашу реку Печора. Это в непосредственной близости от поселка, буквально меньше километра. Вот собирается народ, чтобы выразить протест. Ну да, еще. Ну это перевал. Нашли перевал. Оно же весна придет и все потечет. Ты меня не снимай. Родина должна знать героя в лицо. Значит, по рыбе нас гоняют, да? Как бы нельзя ничего делать. А засирать можно, да? Ничего нельзя. Старые свалки, которые были, да, их убирают. Вот это смотри. Закрывают, перекапывают. А сюда будем валить. Я вообще не понимаю это. Туда и туда. Совсем не понимаю. Надо, короче, какую-то бумагу писать, составлять полностью. Я звонил Бакаевой. За зиму будет вон. Заезжала, но не хочет общаться. Это потому что Коля слышал, собаки с ворон звонили, они тоже сидели. Оттуда перенесли сюда. Говорит, надо выйти и приготовить бумагу. А что, экономия, блядь? Топливо Нет, не самое, блядь. ближе к ручью. Я понимаю, какая-то это война Надо идет. пробивать. Просто война. А тут он сам уйдет. Нет, там потом ручью течет. Вот тут а тут вы это еще. Потому что нельзя нахуй Туда, добить ее, чтобы блядь. Это все нормально. у нас все нормально. Кого это? Поселковый? Ради бога. Я чего говорю, что подъедешь берегу, блядь, лодку загрузиться, тебя нахуй сразу хлобучат, блядь. Это не, А это тут не можно, блядь, Тогда легче было. Народ подтягивается. Я только посмотрел в этом году. Я решил звонить, не знаю, у нас все нормально. Он звонил. Просто очень много народу не знает как бы о том, что народ собирается выразить свой протест. Нигде не освещалось это. И если бы знало, конечно, рабочий день сегодня, все на работе, если бы знало, конечно, пришло бы намного больше народу. Но я думаю, теперь после того, как Да, уже собрали. это увидят, а увидят этот репортаж многие и будут знать, что вот рядом с нашим поселком строят новую мусорную свалку. Все мы знаем станцию ШИЭС, где строят огромный мусорный полигон, который засрет весь северо-запад России. И народ живет там, протестует, не дает строиться этому. Там уже и полиция, и чоповцы полностью оккупировали все, строят эту мусорную свалку. Все боремся с этим как можем. Ну теперь вот, оказывается, новая станция ШИЭС, новый мусорный полигон прямо у нас под носом. Сашка-то позвонил. Штук или килограмм? Русланович, являетесь у нас депутатом. А сколько и штук? Хорошо. Помочь нам А еще будут люди? Кратко. А до этого Может, придется тем людям тоже потом рассказать. Информацию дашь, мы уже хотя бы обсуждаем. Хорошо. Хорошо. Мы пока ничего не понимаем. Уважаемые односельчане. Послушайте, давай. Уважаемые односельчане. Который водит сюда мусор, что он скажет? Вы уже давно у всех на слуху о том, что у нас нет полигона официального для размещения ТКО. Вот, раньше вывозился мусор на исторически сложившееся место, это на 9-й километр в карьер. Сейчас я шел, отдышусь немножко. Вот. От граждан поступало многочисленные жалобы. В результате мы дожаловались до того, что Министерство по природным ресурсам запретило
размещать ТКО на исторически сложившемся месте. Предупреждали наше городское поселение и районные власти, и муниципальные, и поселковые власти предупреждали неоднократно о том, что скоро мы вам прекратим. Подготовьте место. Краткость сестра таланта. Подготовьте место для размещения ТКО. Предыдущим руководителем, исполняющим обязанности руководителя администрации Одинцовым было найдено место на бывшей базе Егорова Андрея, Царство Небесное ему. Вот. И велась работа по переводу этого земельного участка под площадку для размещения ТКО. Но он был внезапно уволен нашим главой по непонятным для нас причинам. И это дело все прекратилось по переведению этой площадки. А проблема у нас осталась. На сегодняшний день нам запретили вывозить ТКО на исторически сложившееся место. 26 числа было совещание в администрации района и администрации городского поселения в лице Ольги Леонидовны Бакаевой, Ольги Николаевны Волковой и нашего главы Кондрашова Сергея Владимировича. Озвучили, что нашли они такое место. Это вот в 100 метрах отсюда, это бывшая территория Саши Кривошеева, это технология вроде предприятия называется. Оно сейчас там брошенное, там опилки горбыль, вроде как могли бы туда размещать. Ну это не лесфонд, это земли городского поселения. Это земли городского поселения. Хорошо. Это тут уже городское поселение способно что-то делать. Это не идет? Нет, это мы сейчас стоим на моем земельном участке, где я являюсь собственником. Кончается он там. Ага. Тем не менее, на том участке пока никаких работ не проведено, вывозить мусор нам запретили. Мы, если вы заметили, примерно неделю назад начали зарастать очень сильно в поселке мусором. И вы нашли этот выход сюда? Да, не я нашел. Это все равно, что около дома, что здесь. Сейчас объясню. Собаки туда Сейчас объясню, Нужно ребята. было Вот. Когда я увидел, до конца. да, и ко мне поступали обращения граждан, что делать, я говорю, я не знаю. Не нашло администрация городского поселения, не подготовила ничего. Я не знаю, чем это закончится. Конечно, проблема есть, ее решать надо. Когда мы при обсуждении этой проблемы я просто озвучил, я не буду возражать, если стандарт, муниципальное наше предприятие стандарт при соблюдении определенных моих требований разместит временно какое-то количество мусора, а Ухта-Жилфонд обещает, что своевременно будет его отсюда вывозить. Я тогда не перебивайте, пожалуйста, меня. Врет, естественно. Заручившись обещаниями Ухта-Жилфонда о том, что они будут своевременно отсюда вывозить и это не будет разрастаться, временно, пока администрация городского поселения не подготовила ту площадку, это самое большее, это до весны должно быть все убрано. Временно я не возражал, чтобы сюда вывозил стандарт ТКО, наше ТКО. Ну, давайте это только с твоего разрешения. Нет. Это без санпина, без всяких... Без ничего. Подождите, это я не возражал. Товарищ врет. Я разрешение... Ну не возражал, значит разрешил. Нет, я разрешения не давал, я не возражал. Стандарт обещал, что будут здесь своевременно убирать. Ухта-Жилфонд, в свою очередь, тоже пообещали, что... Нет, хорошо, уважаемые граждане, на сегодняшний день обстановка так выглядит. Сегодня должны приехать машины Ухта-Жилфонда. Они сюда не имеют права заехать, во-первых. Так, секундочку. А кто запретит? А вы что ли?
Подождите. Мы запретим. Подождите. Понимаете? Давайте, Мы давайте запретим. пока отнесем. Так, секундочку, граждане, смотрите. Проблему решать. Сегодня должны этот мусор убрать. Вчера нашим главой Сергеем Владимировичем, если кому-то это будет, всем Я в принципе, сам за интересно, себя скажу. Сергеем Владимировичем, Ольгой Леонидовной Бакаевой, Ольгой Николаевной Волковой вчера были написаны жалобы во все инстанции, в полицию, в природоохрану, в рыбоохрану. Вот, мусор будет убран, я буду наказан и стандарт будет наказан. Мы прекратим сюда вывоз. Это будет прекращено. Можно все-таки я доскажу все это. А городское поселение пускай предоставит. История начинается уже годами, десятилетиями. У нас так называемая есть мусорка, которая находится на 9 километре, которые неоднократно пытались попытки ее как бы реанимировать, официально ее сделать. Деньги направлялись, это десятки лет, но в итоге мы пришли, что на сегодняшний день у нас мусор, складирования даже временно у нас нет. В мае месяце примерно данный вопрос был мной поднят на уровне республики. Была газета, в газете «В трибуне» первая статья нашими. Поэтому, естественно, это пошел такой оборот для того, чтобы пресечь вот эту вот незаконную свалку, которая практически не вывозилась. Мы зафиксировали того, что месяцами Ухта-Жилфонд не приезжает. Там просто насваливалось, сжигалось, расталкивалось. Все, это было выгодно. Средства как будто и выходят, мы в 3 раза больше платим. В итоге мусор не вывозится. Потом какой-то частично, раз в неделю. Вот, например, последний раз Ухта-Жилфонд подъехал, наверное, уже более недели тому назад, где-то числа 4-3, он убрал немножко там с этого, немного. Там тоже остатки очень большой мусора. Не более чем неделю с чем-то он приезжает, он не убирает то, что мы складируем. Здесь, естественно, все это фиксировалось, например, так же, как вчера, когда мы, граждане, обратились, естественно, мы сразу среагировали. Данный мусор не может быть, на эту мусорку он не может подъезжать, потому что она официально ее нету. Такое вот определение Петухова о том, что я не, как бы сказать, Не возражал. Не возражал. Я подскажу вам тяжело это говорить. смешно. Дело в том, что не то, что он возражал, он, естественно, это сам расчистил, он сам приготовил. Нет, В данный момент, я уже договорю, в данный момент у нас именно прорабатывается администрация поселка, прорабатывается вопрос без перегрузки. Мы приняли все документы, мы об этом у нас разговариваем по региональным операторам Жилфонд. У нас все документы, осталось только их районной администрации тоже с нами утвердить. Без перегрузки. Что это такое? Это приезжает машина, собирает улицы. Чисто символически у нас также место определено. Все остальное, что здесь говорится, будет просто ложь. Потому что Ухта-Жилфонд в данный момент самостоятельно сейчас не может вывозить республики. Теперь давайте я скажу. Сергей Владимирович, то есть вы говорите, что это убираться здесь не будет. То есть вы готовы, кто старать остался здесь. Нет, ты не понял меня. Ну, исходя из ты не понял меня. принципов, да? Ты не понял меня принципом. Подождите, я скажу, как я понял. Хорошо? Дальше. Вы приняли решение, что будете перегружать. Вы согласовали его с Ухта-Жилфондом? Схема это уже согласована? Или это вы решили сами? Нет. Все документы готовы. Вы можете сегодня в администрацию пойти, вам покажут все документы. Это ваши документы. А я говорю, что Нет, Ухта-Жилфондом совместные документы. Совместные документы. Вы что? Мы не делаем самостоятельно. Дальше по уборке. Ухта-Жилфонд сюда не имеет права заехать. Просто не имеет права. Где потому перегружаться что будут, если они не имеют дело в права том, что заехать? проблема с уборкой сейчас лежит чисто на Петухове. Как он будет это делать? Он будет метелочкой убирать. Это мои проблемы, да. Всё. Я Вот знаю, его что вы проблемы. любите их создать, а я люблю их решать. То есть, Сергей Владимирович, вы подходите к этой проблеме вот так, чтобы давайте мы ему гадость сделаем. Ну, если вы считаете, а кому бы гадость сделать, кому вы собираетесь? Потому что мы вот сюда не пустим никого. Меня это не устраивает. Да в смысле не пустим? Во-первых, пока данный участок в поселке, дело не то, что мы не пустим. Не, мужики, подождите, ладно. Да. Что вас слушать? Ерунду городите. Вот скажи, Руслан, кто виноват в этой херне?
то, что в Да, то, что вот Троицко-Печорске эта свалка образовалась здесь. Кто виноват? Быстро говори. Подожди, зачем быстро-то? Ну, а как? У нас что, блиц-опрос, что ли, елки-палки? Не, ну давай. Нет, подождите. Кто виноват в И том, кто что... уберет, и когда кто уберет? виноват в том, что образовывается ТКО? Давайте начнем Нет, с того. давайте, нет, Образовывается, не. это Вот люди виноваты в этом. конкретно говори. Нет, конкретно здесь не виноват. Кто разрешил здесь? Я допустил. Я за это буду наказан. Все. Все, Сергей Владимирович об этом позаботился. Первый вопрос уже Я есть. буду за это наказан. Мы Когда это уберем. уберете эту свалку? Закон позаботится. Мы сегодня мы будем убирать. Сегодня машина. А? Уберете всю эту свалку? Можете завтра приехать. Под метелочку? Можете завтра приехать посмотреть. А если не уберем, то придете сюда с метелочкой. Если мы не уберем сегодня, мы будем убирать завтра. Если не уберем завтра, послезавтра. Но в течение недели мы уберем. Больше сюда Нет, больше сюда завозиться не будем. Теперь глава у нас говорит, все документы готовы. Вот куда будем этот мусор? В документы ему ложить? Или куда мы будем этот мусор ложить? У него даже не почищена та предполагаемая площадка в 100 метрах отсюда. Не в 100 километрах, а в 100 метрах отсюда. Вообще не будет площадки, А он вообще не будет, он фантазер. Он фантазер, я знаю. И это ложь, что Ухта-Жилфонд не вывозит. Обязательства какие они берут, что вот я выхожу, помойка завалена, как эти дни было. Слушайте. Кому бежать? Для вас? Слушайте, дело в том, что мы, например, пришли в депутатский корпус, у нас, если не ошибаюсь, 22 сентября. 21 сентября Левчуком единолично был заключен Если все договор. уберете, меня это Договор устраивает. очень плохой. Сейчас я еще скажу. Договор уберете очень- ли? поэтому Сейчас я мы еще скажу. посмотрели, Я уберу это я больше всех заинтересован в этом. Я пошел на это. Почему мы и собрались, чтобы это убрали? Я больше всех заинтересован. А воду лить, тут это херня. Тут получаю наказание я. На моем земельном участке это есть. Теперь Все понятно. Но мы живем в жизни. Мы живем в жизни. Вот посмотрите, вот когда кто вот этот решал, да он как раз о жизни не думал. Решали не мы. Конечно, не мы решали. нам нужно исправлять это. Для этого у нас, вот несмотря на то, что у нас все документы приготовлены. Мы какие имеем документы? Можете возможность озвучить, какие документы? с момента того, когда вот прекратится так называемое заключение договора, которое с 21 сентября было организовано с Левчуком, Ухта-Жилфондом, оно прекратится, мы готовы приступить именно к той. А кто мы? Кто мы? Дело в том, что Озвучьте, пожалуйста, кто дело мы? в том, что как только вы подойдете в администрацию, мы вам... нет, вы скажите, какие документы, Озвучьте какие при людях. документы Всем же готовы. интересно это. Вот, пожалуйста, уважаемые граждане односельчане, я вам скажу, Это интересно. когда 2 месяца назад я вынужден был сесть на мусорную машину, так как разбежались все водители, и я занимался этим мусором, и доводил проблему до Сергея Владимировича, мы 1 на 1 в кабинете были. Сергей, ты понимаешь, что вот такая проблема сейчас стоит, что вот этим заменой, вот этой беспредельным увольнением тех или иных руководителей, и, само собой, у коллектива отторжения, они побежали в отпуска, они побежали на больничные все. Мы столкнулись с этим проблемой. Вы лично мне сказали, не надо бороться с этим мусором, пускай заполняются свалкой. Надо шумиху поднимать. Вы любите шумиху поднимать, вы решать проблемы не умеете и не хотите. А вот шумиху поднимать, это ваша, у вас в крови. Нет, пускай перевязывают слова, не перебивайте, давайте ответим на Сколько свои времени слова. нужно? Это ваши, вы говорили мне так, подтвердите, пожалуйста, вы мне говорили, что надо шумиху поднимать, а не бороться с мусором. Во-первых, давайте-ка приступим к тому, это чья проблема? Проблема. Это наша проблема общая, мы депутаты, и мы должны ее решать. Точно, это наша проблема, но в первую очередь Ухта-Жилфонда, который Боже мой, по закону должен увозить вас мусор, не наши проблемы, понимаете? Дело в том, что когда же Ухта-Жилфонд не вывозится отсюда, берет с вас деньги, с нас деньги, это незаконно. Все, вот давайте начинать с этого. Дело в том, что несмотря вот эти вот крики, оставимся на этом. Ухта-Жилфонд обязан вывозить. Все А кто законы. ее дергать-то должен, а? Мы это- что ли? Мы. Это вы должны ее дергать, а не мы. Мы должны Вот это вот дергать. отвечать. Мы должны Ну, дергать. правильно, потому дергайте, что а делать? вы как думаете? Вы по большому счету, когда народ Вот они против, денежку когда получают, народ блядь, предъявляет а на нас свои ну, требования, еще. им приходится выполнять это. А так ведь никто не выполняет. Ну, год уже прошел, как президент есть, выпустил приказ. Знаешь, что? Больше года прошла, как он рулит. вы на меня-то не сваливайте, на меня-то На не кого? А Сергей как вы- Владимирович, да при чем тут? Ты понимаешь, кто вы когда вообще? руководитель умеет Кто не руководить, может Руководитель работать, или кто? уматываете. Или так просто Нахрен вы сидеть? все нужны. когда он может Без руководить вас коллективом, выберем, у нас он нормальные есть. мужики есть. А когда нет, все вот так.
Сергей Владимирович, вы мусор выкидываете на контейнерной площадке? Нет, Сергей Владимирович, вы свой мусор выносите на контейнерную площадку? Вы оплачиваете Ухта-Жилфонду? Обязательно. Подожди, вы считая Ухта-Жилфонда оплачиваете? Я считаю, что Ухта-Жилфонду на сегодняшний день оплачивать не за что. Но вы мусор выносите, они да? Они не вывозят. Секунду, вы мусор выносите? Они не вывозят. Вы мусор выносите, свой личный мусор выносите, но вы заявляли, что вы не оплачиваете. Нет, не сюда, в контейнерах, в контейнера. Нет, в контейнера. Просто решайте, елки-палки. Вы знаете, что Ухта-Жилфонд сейчас большая проблема с Уважаемые мужчины, проблема. Вот можно неплатежами. меня послушать немножко? Хочу представиться. Я главный специалист администрации городского поселения, и часть моих обязанностей заключается в работе за связи с общественностью. По мусору администрация городского поселения работает уже с лета. Немножечко хочу прояснить ситуацию. Да, это полностью обязанность Ухты-Жилфонда заниматься вывозом. По тому договору, который был заключен с МУП-стандартом, полностью Ухта-Жилфонд обязаны на 100% вывозить мусор. То, что происходит вот здесь, на этой частной территории, это полное нарушение законодательства. Вчера уже главой были направлены заявления во все возможные инстанции и во все возможные органы. Сейчас пойдут проверки всего этого. Такого быть не должно. Кроме этого, администрации городского поселения уже были проведены предварительные переговоры с администрацией района. Администрация городского поселения предлагает свой вариант решения этой проблемы. Подготовлен трехсторонний договор между администрацией городского поселения, администрация, где должна выступать как контролирующим органом, чтобы вот такого безобразия здесь, на этой территории, на какой-то другой в рамках городского поселения не было. Вторая сторона – это региональный оператор Ухта-Жилфонд, где прописаны его обязанности, как и что он должен вывозить, чтобы не накапливалось вот это вот все. Смотрите, неделю вывозят сюда, и что здесь творится? Вы считаете нормально? Абсолютно ненормально. То есть администрация контролирует, Ухта-Жилфонд должен вывозить. И третья сторона – это подрядчик, тот, кто должен заниматься вывозом мусора со всех наших контейнерных площадках. На данный момент подрядчиком является, извините, пожалуйста, МУП-стандарт. Что будет на следующий год? С кем Ухта-Жилфонд заключит этот договор? Мы не знаем. Это выбор Ухта-Жилфонда. Будет подрядчик МУП-стандарт, значит, он должен быть в этой схеме третьим. Будет Искра у Анастасии частное предприятие, значит, она за это должна будет отвечать. Будет какое-то третье, четвертое, пятое, десятое предприятие, значит, они. Но такой трехсторонний договор. Администрация контролирует, Ухта-Жилфонд вывозит, а подрядчик занимается вывозом на определенную территорию. Он есть подготовлен. Сегодня в администрацию района уйдет информационное письмо и проект этого договора. Кроме этого, городская администрация предложила уже районной администрации вариант площадки. Да, туда надо вложиться, да, там по требованиям к этой площадке для перегруза должно быть и ограждение, и все. Но прежде всего, по требованиям к этой площадке, Руслан Васильевич, вы это знаете, должно быть твердое покрытие. Вы видите здесь твердое покрытие? Здесь земля, которая вот эта вся гадость пойдет в нашу землю. Здесь река. Эта гадость вся пойдет туда. И вы считаете это нормально, потому что вы защищаете интересы Ухта-Жилфонда. Полностью защищаете. Потому что у Анастасии папа представитель регионального оператора на нашей территории. Поэтому им выгодно такую ситуацию создать. А вы, Руслан Васильевич, обвиняя главу, абсолютно неправы. Вы заинтересованы в доходе от этого бизнеса. Вы очень даже заинтересованы. Значит, поэтому вы людей вводите в провокацию. Давайте я сейчас я вам поясню. Пусть Анастасия скажет, о каких деньгах речь идет. Это абсолютно на безвозмездной основе. Да, Руслан Васильевич, на безвозмездной. Но Можно я как как оно, что будет и что будет? стандарта, Да. который непосредственно работает с мусором. На протяжении года я курирую эту деятельность. Я хочу сказать, что ни первая, ни вторая администрация никак не способствует тому, чтобы полигон был законным. То есть вот недели две назад, когда закрыли свалку, когда вы видели, что мусорки были переполнены, все это заметили, все. Ни администрация, вот главный специалист, глава где-то там он ходит, да, никто проблему не решал. То есть мусор нужно было возить. В итоге Руслан Васильевич вот с такой помощью, так сказать, на безвозмездной основе, как
временный вариант, пока решается юридический вопрос по поводу основного полигона. Потому что, да, как говорят, ну правильно, должны быть требования определенные. То есть, чтобы создать площадку, недели не хватит, месяца не хватит. Нужно ее правильно подготовить. Поэтому вот эта вот площадка, она была как временная, на безвозмездной основе. Год-то прошел, куда? Какой год? Вот, неделю. Неделю, чтобы решить проблему, потому что мусор надо было с контейнеров убирать. Понимаете? Это сегодня увезется этот мусор. Еженедельно машины жилфонда приезжают. Это я вам заверяю, как представитель МОП-стандарта, поскольку мы с ними в тесном контакте. То есть это 100% вывезется, потому что мы сами тоже заинтересованы, чтобы, ну, как ответить на помощь, ну, не будем же мы засвинячивать территорию человека, который безвозмездно просто решил помочь городскому поселению как депутат, понимаете? Это вот то, что касается какого-то там корыстного, да, мотива. Нету корыстного мотива. Тупо человеческая помощь, как депутат. Насчет корыстного мы не знаем, а то, что вредно нанесем уже. Потому что ведь не соберут. Можно я еще? Нет. А у меня такой вопрос. Пока вы не решили проблему мусора-то куда девать? Пусть там лежит, Можно да? секундочку? Вот Городе? Анастасия Андреевна сказала, что администрация городского поселения, зная, что контейнеры на прошлой неделе переполнены, никакую реакцию не предприняла. Анастасия Андреевна, на прошлой неделе, разговаривая в администрации, я вас спросила, вы, поскольку сейчас занимаетесь руководством стандарта, как вы намерены? Вы даже не сказали, что есть такая проблема. Я вас вызывала на этот разговор, вы сказали, через 2 дня все решится, все будет прекрасно. Решилось как? Как решилось? Да, встречались. Ну, решили варианты какие-то? Конечно, Что вы проговорили, сделали для решили. этого? Проговорили? Руслан Васильевич, Куда я только мусор что девать? объяснила. Проговорили? Но это не Вот вариант, вот который главный вы это вопрос. дискутируете. А Куда вариант, мусор чтобы он девать? остался Они на ваши там мусорных вот самые площадках? Если бы Анастасия Андреевна сказала, мы не знаем куда, но она заверила, мы вопрос решим, через 2 дня будет решен. Ольга Вот так вот Леонидовна. решен. Ольга Леонидовна, Да, вы Руслан как Васильевич. решили этот вопрос? Мы Я вот, только что нет, подождите, объяснила мы вам. вот так вот решили. Вы как решили? Руслан Вы там даже Васильевич, еще не почистили. Руслан Васильевич, Ну вы здесь же- должно тоже быть- не будет здесь свалки, должно и там быть не веское будет слово свалки. сказано, и Там тоже не администрация будет свалки, района. туда тоже не пустим с этой свалки. Вы что думаете, туда что ли свалки? Ольга Леонидовна, Что здесь, скажите, что где, там, это скажите, одинаково. где вы предполагаете этот пятачок? Тут 100 метров отсюда. На данный момент, люди, у нас нет места для свалки. У нас нет места Увозите для в свалки, Ухту. понимаете? Может быть, и в Ухту. Администрация района десятки лет. Давай, это было вчера. Сюда же водить Но почему-то лес возят прямо в Ухту, а это мусор нельзя. Вы от кого? От администрации сваливаете на меня. Вот это Как раз разводящее. администрация района ничего не делает. Там уже вон сделали, Так, а чего вы не Я помогаете? тут здесь как человек, Ну, должен вывозить сразу. вон горы горбыля лежат, неужели не видно? Кто это тут сделал? Почему это все творится в этом районе? Стоп! Люди добрые, давайте подведем итоги. Коль мы здесь собрались, давайте подобьем. Во-первых, эта администрация не работает. Все, это уже понятно. Мало того, что не Что вам работает. понятно? А вы зачем такие выводы делаете? Что вам Подождите понятно? секунду, Ольга Администрация Леонидовна. не работает. Не работает. Не надо делать выводы зачем? Не надо про Одинцова. Не надо про Одинцова. Дальше. Не надо. Открытым текстом Не было надо сказано, махать надо руками, шумиху администрация поднимать, не не надо работает. бороться с мусором. Есть- Подождите, мать вашу. Есть Я конкретный вас вопрос, а перебивал. вы выводы делаете, Я вас администрация не перебивал. работает. Нельзя так делать вас выводы. Вы перебивал. представитель районной администрации, сделали Я выводы такие представитель не некорректные. районной администрации. Не надо на меня подходить. Он как Не житель. влияйтесь в мое пространство. Отойдите на шаг от меня. Вам отойдите. нормально это сказали. Дело в том, что Не перебивайте меня. Дело в том, что администрации пытаются свалить на районную. Вот это с администрацией. Вот он там по безопасности. Людей разный склад ума. Одни любят создавать проблемы, другие любят Со решать всего проблемы. района сюда Это вывозится. человек в Никто не- полиции проработал всю сознательную жизнь. Да дело не в Он этом. этим только может заниматься. Руслан Васильевич, почему со всего района мусор Знаете должен что? накапливаться здесь? Хватит уже Какого орать. всего? Что? Какой процент мусора? орет? 80. Кто орет? Так, секундочку, Ольга Леонидовна, 80 с лишним процентов что? мусора это наш городского И поселения. Меньше Его 20. можно вывозить по-другому. Подождите, можно меньше сразу 20%. Люди добрые, Меньше вот так у них 20% проходит с района. заседание депутатов и прочее. Не проще ли их разогнать? Собрать петицию и отозвать депутатов. Разгонять. Дело в том, что Если Вот такой- мусор здесь бот, мы соберем. Дело в том, что Даже если его дело не в том, будет, что они проблему мусора решать не могут. здесь не будет. Вчера я везде зафиксировал Ну да, о вы том, везде что написали, по закону, позвали, не потому спорим. что так положен законом, здесь не будет. Данный человек будет наказан.
Дальше. Я уже сказал, я буду наказан. Во все инстанции, газеты, все такое. По закону Данный вы факт должны забыли. были приготовить площадку, Дальше. а ее нет, Сергей Владимирович. Это Поэтому вранье. всё. Это вранье. Хорош Мы уже болтовней не готовы. заниматься. Бла-бла-бла-бла-бла, Сергей Владимирович. Вот это вот болтовня, что весь Хватит мусор уже, с района, хватит. так громко Не сказано, но можете. еще раз повторяю, Не меньше матери, 20% вы. общего И мы мусора будем делать. это районный. Мы будем Остальной делать. весь мусор, А вот 80 с это лишним процентов, это с нашего поселка. Вы должны уйти, а не Уже я. надо было Потому что сделать. какое Какое место там мне уйти? Я Подойди здесь еще стою ты ко мне. никак. И давайте орите на меня, что я не прав. Подойди если ты. перебиваете, вы не Вот отвечаете они. на Вот вопросы. из-за Да, тебя. Вот потому что ты даже поговорить людям не дашь, перебиваешь, хорош орать. Понятно? А где она будет? Где она будет? Не будет у вас здесь свалки. Давайте какие-то выводы делать, расходиться. А что, кулаков нет? И вы будете Держите наказаны. себя в руках. Понятно, да? А я уже сказал, что я буду наказан. Дайте слово Вы женщине. получите моральный оргазм. Давайте выслушаем его. Вы это У не меня будете такое делать. мнение, что мы таким методом не решим ни хрена. Я Так и тебе за останется что и так. говорю, что тут Чтобы, Мы- Послушайте. Всё, чтобы Леонид. решался вопрос, его нужно зафиксировать. Поэтому мы предлагаем сейчас переехать в нашу администрацию городскую, и вы напишите заявление официально. Все, кто посчитают нужным, подпишутся под этим заявлением. Мы сейчас все И поедем. этому поехали к что нам в за заявление? администрацию. А что Петухова По поводу наказали? вот этой вот причем сформируйте Вы ж так не решите проблему с мусором. вот этого мусора. А что завтра будет? Что вы нам за это? За это я уже буду наказан, успокойтесь, порадуйтесь. Что ты кричишь-то, Руслан Васильевич? Но я извиняюсь, это у меня бывает громкость нечаянно добавляется. Это невольно, непроизвольно, прошу прощения. Хорошо. Наполнится сегодня к вечеру. Дело в том, что, можно я скажу, вот уважаемые, да, смотрите, вот мы тут все собрались, да, каждый там, вот еще детей бы привели, да. Надо привести Но детей, они нам- это не решение вопроса. Решение вопроса – это власть. Власть района, природоохрана, то есть лесфонд. Вот эти структуры должны собраться Власть, это мы. и решить Это мы с вами. вот эту проблему. Как ее? Естественно, Мы с вами власть, Сергей Олегович, не но сталкивайтесь. почему-то Руслан Васильевич считают этого решил Мы должны самостоятельно депутатами решить этот Здесь вопрос. площадка. Но это неправильно. неправильно. Это неправильно. Тема-то, говорю, такая, куда мы... И то, что Почему мы я тут решил, собрались да? сейчас, это вообще неверно. Сергей Олегович, мы с вами власть, мы должны решать. Вы что сделали для этого? Он что сделал для этого? Он только жалобы пишет. Руслан Он Васильевич, решать не собирается. этот вопрос. преследуя понимаете? финансовую составляющую, Сколько? В чем она поэтому вы выражается? здесь. В чем она выражается? Это на безвозмездной основе. Это временно, Нет. пока они не сделали, а они не сделают еще не скоро. Погрузка, разгрузка, то есть предоставление. У вас земли погрузка, разгрузка? сельхозназначение, да? Этот земельный участок, вот этот кусок на фоне всего большого, он не пригоден для земледелия. Я знаю об этом. Здесь раньше гаражи Почему вы стояли. самостоятельно Причем здесь? решили, что здесь можно складировать Да потому мусор? что мусор куда-то надо было вывозить с Почему вы контейнеров. самостоятельно-то это Ну решили? потому что администрация городского поселения не Не решает. надо так решать вопрос. А как Вот так надо? сделать. почему? Необходимо Смотрите, собраться я за вам сейчас- круглым столом. Так ведь за квадратным с ними собираются решать. Это все вот. Я не занимаюсь Чтобы всем было понятно, я никакого отношения к мусору не имею, кроме как просто увидел проблему и говорю, здесь временно высыпите, но уберите потом. Не об этом речь. Ему некуда увозить. Подождите, вот он кто? Вы поймите, я сейчас скажу, я Вот ему некуда возить, мне я тоже не некуда занимаюсь возить. мусором. Мы в одинаковой Я просто ситуации. пошел навстречу и разрешил, говорю, вот здесь перегрузите, только чисто. Вы неправильно все развернули, понимаете? Нет, это проблема, она Вначале, наверное, думали, что я тут денег хочу 20 лет, понимаете? Что ежегодно, потому что они ни хрена не решают. делались изыскания. Я пошел, я знал, я подозревал, что меня за это отдрючат. Конечно, думал, если жалоб не будет, мы по-тихому это делаем, потом все уберем. Я смотрю, Вот. я вам С какой радостью, что если вы видели, с какой радостью они подавали эти заявления. Ура, Петухов с Ландышевой попались. Ура! Кто хочет типа раскрывать, остается.
территория, аренда. То есть ему дается... Молодцы, правильно. Они сейчас понимают хоть проблему нашу. Уже есть засранная одна территория. 9 километр. Зачем еще? Подождите. Надо вопрос решать. Вчера готовы были нам на сессию второй материал, но потратили полдня втроем бумажки носили заявление. Почему это решают? Я сам заинтересован Я не считаю, что я его правомочен решать, куда девать мусор. Уважаемые жители Троицко-Печорска, мы предлагаем переместиться сейчас к нам в администрацию и проговорить этот вопрос и составить официальное заявление. Уважаемые жители, у меня вам просто проблему вы поняли, да? И давайте оставим так, как Значит, все есть. нет, не так, как есть. Вы написали заявление, я буду наказан, стандарт будет наказан. А проблема дальше не решится. А это вы уже будете решать. Вы же Нет, Руслан почистите Васильевич, там. вы уводите в сторону Стоп, сейчас. какая жителей. проблема? Вы боитесь заявления, которое уйдет в Ухта-Жилфонд. Оно должно уйти, заявление от имени жителей в Ухта-Жилфонд. Какое А вот заявление? сейчас Мы жители составят. А я не знаю, фондом пусть так решат. каждый день созваниваемся. Когда будут Да, это машины? вы созваниваетесь. Что, будет Они сегодня? должны слышать мнение людей. То, что собрали здесь и возмущаются. Поэтому заявление должно быть составлено. Как Уводите вы, в блядь, сторону, бурю в стакане Руслан любите Васильевич. наводить? Это не буря в стакане. А вы пытаетесь сделать это все втихаря, и при этом потом впоследствии получить деньги. Вот что вы пытаетесь И сделать. сколько денег за что? Не знаю. Это же Не знаю. безвозмездно. Да, ну 8 миллионов вам на руки. Какие 8 миллионов? Я не знаю. Что такое Я не гоните? знаю. Вы же ждете, что 8 миллионов идут от федерального оператора. Это стандарт. Ой, ребятки, Стандарт. давайте мы вам ручку Так а что, я тут вы при чем? проголосуйте вот за того, да, человека. Вы же сказали именно, что я ради денег это делаю. Поэтому не смущайте людей, пусть люди едут. Люди пусть едут по своим делам, а я сам в первую очередь заинтересован, потому что вы уже Вы написали. не можете Это на, от имени людей выступать. это на Вы контроле едете уже у написать природоохраны. В полицию. Сейчас я еду в полицию показания давать. Езжайте. За все буду наказан, успокойтесь. А вы получите Я не оргазм нервничаю. моральный. Так, Руслан Васильевич, я не нервничаю нисколько. Просто вы всегда... Вы не любите нервничаете, нервничаю я. Проблема потому что у меня. Вы-то радуетесь. тоже рыбачит. Вы не нервничаете. Так я поэтому и здесь. А что? А это вот до весны пролежит, и все потечет туда. А потом ты будешь счастлив. Ольга Леонидовна, вы с лета решали вопросы. Решали. Да. Только не на той территории. Руслан Васильевич. А на какой? А на какой? Вы на На этой какой? территории. Ну вы-то предлагаете вот здесь, в 100 метрах. И непонятно, как Чем разница? Она предлагает в 100 метрах. Вот на площадке. ничего не предлагаю, на Руслан Вы Васильевич. предлагали Я предлагаю на совещании 27 числа. Вот именно, я вообще ничего не предлагаю. Да, есть вариант. Контролировать Ухта-Жилфонд. Анастасия. Контролировать вывоз. Здесь может быть несколько Во-первых, вариантов. я лично занимался. совсем не Это обязательно тоже неправда, что Ухта-Жилфонд, я Совсем лично не отгрузкой обязательно занимался. так Еженедельно они все лето вывозили. Кто считает нужным, мы вас ждем в администрации. Кто считает нужным, Единственная твоя вина, что ты сюда привез, понимаешь? Нет? Я не привозил даже, они привезли. Ну, твоя территория, виновата ты будешь. Нет, ну я виноват, что я допустил. Я сейчас убирать буду. Ну, спасибо, надо сказать, что вы решили. Я и говорю, одной рукой спасибо, а другой стороной по башке бить надо. Вот в чем дело. Мы, конечно, мы даже... Самое такое место, да, тут неделька рядом, ты же знаешь. Ну, я просто знаю, что это не водоохранная зона, и я сам заинтересован, чтобы был... Это бассейн реки Печоры. Нет, то, что бассейн, это бассейн, это я знаю, но водоохранная... бассейн, значит, все в Нет, бассейн ну, уходит. понятно, водоохранная зона это 200 метров. Да это чепуха все, вот эти 200 смотри, метров. Смотри, я вот... То, что это все уйдет не, туда. не для публики, так, я сам в первую очередь занимаюсь. И одно из условий я ставил. Мы сможем, Настя, я говорю, сможем не засраться, чтобы к весне здесь чисто было. Ухта-Жилфондом созвонились, Ухта-Жилфонд говорит, все, мы будем, раз пошли навстречу такую, как временная мера, мы будем вовремя вывозить. Ну вот смотри, видишь, вот все. Помойка есть Это под помойка. грабельки будем убирать, конечно. Ну вот народ разошелся. А будет ли польза от этого собрания? Будет видно. Я в свою очередь выложу это на своем канале, разошлю в группы. Опубликуют они эту запись, не опубликуют, это их дело уже. Но народ увидит, и народ будет знать, что и как, и какие у нас проблемы с мусором. Как-то вот так. Такая грустная тема у нас сегодня. До свидания.
надеемся, что все будет как надо, без вреда для нашей матушки природы.